Приветствую всех зрителей телеканала Якутия-24. С вами Марфелина Алексеева в программе News on Air. Сегодня в выпуске о событиях из культурной и спортивной жизни Якутии. Расскажу о талантливых детях, развитии туризма и немного новостей из социальных сетей. Фотограф Екатерина рассказала и показала, как впервые в жизни увидела северное сияние и, вдохновившись, воссоздала его в студии. Итогами фотосессии фотограф обязательно поделится, а пока посмотрим процесс создания уникальных цветов северного сияния. Красивейшие кадры растущей луны снял местный житель Татинского улуса из села Игидей. Альберт Попов любит наблюдать и снимать явления природы. Он говорит, что, восхищаясь ее красотами, вся жизнь и будни будто становятся красивыми и счастливыми. В селе Берджигистяк состоялось первое совещание развития сувенирной продукции в Горном Улусе, отображающей национальный и местный колорит, местные особенности, достопримечательности, выдающиеся события и достижения. Эта отрасль является одним из важных направлений в развитии туризма в Улусе. Горный район выгодно расположен, он находится недалеко от Якутска. В ближайшем будущем там планируется развить туризм в разных направлениях. На встрече с мастерами обсудили вопросы, касающиеся поддержки закупки сырья, инструментов, помещения мастерских, определения ценообразования и предоставления точек продаж. И вот мы сегодня уточнили с нашими магазинами, гостиницами, что могут ли они организовать точки продажи для наших сувенирщиков. Прозвучали интересные предложения, и мы вот решили каждый квартал собираться вот так и усиленно вести работу по развитию нашей сувенирной продукции. Иглу на сопке Чачурмуран привлекло внимание фотографов. Оказывается, его возвели еще в прошлом году по инициативе туриста-спортсмена, врача Георгия Ципандина. 25 декабря он показал мастер-класс по строительству традиционного жилища группе школьников. Школьники увлеченно помогали в строительстве и соорудили различные снежные фигуры. Дети регулярно доказывают, что возраст не станет препятствием на пути к успеху. В мире немало детей-писателей. Некоторым из них даже удается опубликовать свои произведения и стать известными авторами. Так, якутянин, ученик 2 класса Дворца детского творчества, вместе со своими одноклассниками выпустили книгу с ребусами. Более подробно в следующем материале. Кто стоял за внучкой сказки «Репка»? В слове «жук» убираем одну букву сзади, плюс очки убираем первую букву. Вместо буквы «и» ставим букву «а», получается «жучка». Олег Васильев с детсадовского возраста увлекается ребусами. Интерес к нему привила мама. А в школьном возрасте у мальчика это переросло в настоящее хобби. В 1 классе мне предложили, мама Надежда Григорьевна и библиотекарша предложили создать свой сборник ребусов. По словам Олега, придумывать ребусы весьма сложно. Не у каждого получится, да так, чтобы было понятно еще и другим. Это сложность, надо найти сначала какое-то слово, потом второе еще надо найти слово, потом еще какие-то буквы надо найти. И чтобы получилось другое слово, одно. Для составления сборника юному автору помогли его одноклассники. Они с радостью помогли ему с иллюстрациями, и каждый из них нарисовал сказку. Я нарисовал сказку «Репка». В общем, когда я рисовал, мне мама немножко помогла, а так я почти что весь рисунок сам нарисовал. И увидел это в книге, где были ребусы. Я рисовала Аленушка и братец Иванушка. А смотри, вот картинки вам дали определенное задание, и каждый выбирал картинку, сказку сам. Нам Надежда Григорьевна говорила, какую сказку.
Почему ты выбрала именно вот эту вот сказку? Я читала эту книгу и нарисовала эту сказку. И мне понравилось рисовать Аленушка и братец Иванушка. Олег интересуется ребусами с садика. В школу он пошел читающим ребенком, и в 1 классе обычно мы проводим научно-практическую конференцию «Первые шаги в науку». И Олег участвовал в этом и занял 1 место, и мы его порекомендовали участвовать на городской НПК, где он занял тоже 1 место. И наша педагог-библиотекарь Мария Алексеевна посоветовала Олегу выпустить эту работу, выпустить как книгу. На составление книги у ребят ушло ровно год. И вот к юбилею Дворца детского творчества издание увидело свет. Сегодня эту книгу жители столицы могут найти в картотеке Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия в электронном формате. Дмитрий Тымыров, Григорий Охлопков, Якутск. По программе культурного десанта по Вилюйским районам деятельность единой системы домов Олонхо состоялись мероприятия и в Верхневилюйске. Жители посетили мастер-классы по игре Крымпа, игра на хамусе, по исполнению тоюк и осохой. Смогли увидеть выставку «Хамус земли Олонхо». Также провели выездной показ по школам и детским садам кукольного спектакля «Дергостоберген». Мы встречаемся с деятелями культуры, с руководством районов и улусов, и там как раз-то выявляются вот и те проблемы, и в то же время те наработки, которые уже за эти полгода появились. И мы, конечно же, наш институт геокультурного развития делает выводы, анализ делает, и потом будем уже дальше, когда будет создаваться сама система, а сама система, она не заканчивается этими 10 домами Олонхо, она будет расширяться год от года. Поэтому очень важно найти ту модель, главную модель. Творческая культурная экспедиция также посетила и Нюрбинский район. 2 дня проводились лекции на тему Олонхо, а также лекции-практикумы на тему мультимедийные технологии, где за 2 дня плодотворной работы участники освоили принцип работы видеоредактора DaVinci, научились создавать анимационное видео. В рамках культурной экспедиции становления систем домов Олонхо также состоялись и торжественное закрытие Года культурного наследия народов России и 100-летие образования культуры в Нюрбинском районе. А Нюрбинский улус, он более сложная структура культуры. Тут и театр, тут и музыкальные школы такие очень фундаментальные, тут и традиционная культура, и новые здания построены. Удивительно это. Такое развитие серьезное такое идет. Мы очень надеемся, что наша экспедиция откроет новые горизонты для развития культуры, духовности, искусства в нашей республике. Перейдем к событиям из мира спорта. Якутский боксер Василий Егоров вышел в полуфинал международного турнира в Марокко. В четвертьфинальном поединке на международном турнире Кубок Мухаммада Василий Егоров одержал победу. Бой между 5-кратным чемпионом России и эквадорцем Луисом Дельгадо вышел равным. После 3 раундов судьи зафиксировали счет 3-2 в пользу Егорова. В следующем поединке 8 февраля якутянин встретится с марокканским спортсменом Мартажи Саидом. А в Алдане прошел ежегодный хоккейный турнир за Кубок памяти Андрея Герасимова. В этот раз игры проходили на крытой ледовой площадке нового спортивного комплекса. За ледовыми битвами наблюдал Руслан Павлов. Турнир по хоккею с шайбой на Кубок Андрея Герасимова впервые прошел в 2011 году и был посвящен памяти человека, который любил этот вид спорта, играл в него и сделал все, чтобы хоккей в Алдане развивался. Турнир стал ежегодным, приобрел статус ветеранского, а дело Андрея Герасимова продолжает его сын Никита, который, как и его отец, вкладывает душу и силы в развитие детского футбола и хоккея. Слава богу, много команд приезжают сюда, и из Нюрбинского района, и из Якутии, и даже Самурской области, Тында приезжает. Пока есть такие, скажем, братство такое хоккейное, это не тяжелая ноша, поэтому все с удовольствием приезжают. Надеемся в дальнейшем. Ледовый дворец у нас построили наконец-то такой, мы можем уже принять более большое количество команд. Надеемся, что в следующем году к нам уже приедут
много команд. И мы планируем даже, возможно, в будущем проводить не только ветеранский турнир памяти моего отца Герасимова Андрея Геннадьевича, но и детский турнир. На этот раз хоккейный турнир впервые состоялся под сводом крытого ледового катка, о чем мечтал Андрей Герасимов. По традиции в Алдан приехали сборные Нерюнгри, Якутска и Тынды. Гости оценили крытую площадку и высказались о том, что в ближайшее время алданские хоккеисты составят серьезную конкуренцию командам республики. Вот этого замечательного ледового дворца даст, конечно, развитие и детскому хоккею, и, конечно, как будет развиваться детский хоккей, само собой не будет и результат взрослого хоккея. И я был здесь на открытии, и сейчас очень рад присутствовать на турнире. Мы до этого приезжали, играли на открытом льду уже, по-моему, лет 5 подряд. И вот сейчас будем здесь, во дворце, играть. Очень приятно. Мы сейчас набираем 6-летних, 5-летних детей, тренируем их. И я думаю, через 5-7 лет они уже дадут бой. Будут конкурировать в республике. По правилам турнира основной кубок всегда остается дома в Алдане, а очередное имя его обладателя появляется в летописи побед. В этом году обладателем кубка и первого места стала команда из города Нерюнгри, которая практически не оставила шансов соперникам. Призерами также стали команды Тынды и Якутска соответственно. А кубок памяти Андрея Герасимова занял свое почетное место в спортивной галерее в ожидании следующего розыгрыша шайбы. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Сегодня я с вами прощаюсь. Всем отличного настроения и только хороших событий в вашей жизни. До новых встреч в эфире!